Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Роль главного книгохранилища страны в образовании, воспитании, сохранении нравственности и традиции. В Абхазии отметили День национальной библиотеки. Продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуми, произошедшем в 2019 году. По факту отстрела собак, имевшего место в Гагре, в середине марта проводится проверка. Ваталу Джапо присвоено почетное звание «Народный художник Республики Абхазия». Как говорится в указе президента Аслана Абжаня, за значительный вклад в развитие изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и высокое профессиональное мастерство. В центре внимания российского руководства остаются вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе, обсуждение которых в многостороннем формате с участием Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН, ОБСЕ ведется в рамках международных женевских дискуссий по Закавказью. Об этом сказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, говоря о направлениях дальнейшего сотрудничества России и Грузии. Напомним, что очередной раунд переговоров запланирован на 4-5 апреля. Внимание всего мира сейчас приковано к ситуации вокруг Киевско-Печорской лавры. Украинская православная церковь по настоянию властей Украины 29 марта должна была покинуть святилище, где не только живут и служат монахи, но и находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Утром в среду тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм Нижней Лавры, пришли в Печорскую обитель в поддержку монахов, которых пытаются выселить украинские власти. По замыслу украинских властей уход УПЦ из Лавры станет важным символом полного разрыва религиозных отношений Киева с Москвой. Молебен за Киевско-Печорскую лавру прошел в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы X века. Молебен прошел возле мощей святителя Спиридона Тримфунского, святого Николая Чудотворца, икон Христа Спасителя и Божией Матери Скоропослушницы. Это молитвенная поддержка для братьев Киево-Печорской обители, гонимых за веру православную, о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киевско-Печорской лавры, а также всех гонимых православных христиан, сказал один из организаторов молебна, панамарь Моквского кафедрального собора Баян Делба. Продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуми, произошедшем в 2019 году. На последнем заседании были заслушаны показания свидетеля защиты Жанны Князевой, гражданской жены подсудимого Димура Ахалая. Ранее, во время предварительного следствия, гражданка России Жанна Князева сообщила о присутствии в первые дни после случившегося в их с Димуром Ахалая доме гостя, который хромал и которому требовалась медицинская помощь. По предположению стороны обвинения, неназванным гостем был Беслан Бганба, получивший травму во время совершения преступления. Слова Жанны Князевой подтверждала и другая свидетельница Кристина Авицба, являющаяся ее подругой. Авицба ранее сообщала суду, что эту информацию Князева рассказала ей в личной беседе. На прошедшем заседании Жанна Князева отказалась от части показаний. Свидетельница заявила, что в ходе дачи показаний на нее оказывалось давление представителями органов. О том, как проходило заседание, смотрите в репортаже Рады Чачава сразу после новостей. Гули Кичба вновь избрана секретарем Общественной палаты Республики Абхазия на первом пленарном заседании нового 6-го созыва. Заместителями секретаря избраны Виталий Смырх, Александр Страничкин, Низам Хапат и Изольда Хагба. На должность секретаря Общественной палаты были выдвинуты две кандидатуры – Давида Пилия и Гули Кичба. Оба кандидата получили равное количество голосов, но Давид Пилия снял свою кандидатуру. Понимаю, что несмотря на то, что у меня 3 года такой опыт руководить общественной палатой, но новый состав влились очень молодые люди, тоже с определенным опытом на своих прежних работах. Кто-то был депутатом, кто-то выдвигался в депутаты, не прошел. В общественных организациях есть ветеранские организации, новые лица в общественной палате. Я думаю, что вот все вместе это еще больше накладывает и на общественную палату, и на меня лично ответственность. Но мы думаем, что все вместе, как и работали прежде, мы всегда интересы
нашего гражданского общества здесь представляли, и в чаянии нашего населения все будут рассмотрены в общественной палате, как это делалось в прежние годы. Из прошлого состава осталось 12 человек, 23 человека новых. У нас есть и молодежь, у нас есть представители различных слоев населения, разброс и по возрасту, и по образованию, я имею в виду по специальностям и прочее. Разброс большой, и я думаю, что все слои общества, они как бы находят свое отражение в общественной палате. Два рассказа абхазского поэта и прозаика Анатолия Лагула «Нуарху» и «Родина одна» опубликованы в литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Литературная Кабардино-Балкария», издающемся в Нальчике. Рассказы посвящены теме Отечественной войны народа Абхазии. Перевод выполнил журналист, писатель, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария. 29 марта отмечается День Национальной библиотеки Абхазии. Эта дата тесно связана с установлением советской власти в 1921 году. Именно тогда была объявлена необходимость организации Центральной народной библиотеки в городе Сухум. Общее число книг не превышало 100 тысяч томов. Библиотека стала подлинным очагом культуры и центром просвещения. Сейчас в библиотеке 378 тысяч книг. Немало и периодических изданий, газет, журналов. Есть и раритетные книги. О сегодняшнем дне библиотеки и о том, насколько она соответствует современным требованиям и востребовано ли чтение среди молодежи, расскажет Алика Трапш. Общеизвестно, что роль книги и библиотеки в образовании, воспитании, сохранении нравственности, национальных традиций чрезвычайно велика. Во всем мире библиотеки являются первым прибежищем для пользователей информации, доступным для всех слоев населения. Независимо от того, насколько вы заняты, вы должны найти время для чтения или сдаться собственному невежеству. Это слова великого китайского мыслителя, философа Конфуция. И, конечно же, не согласиться с ним нельзя. В фонде читального зала Национальной библиотеки более 60 тысяч книг. За неделю зал посещают от 150 до 200 читателей. 29 марта 1921 года в городе Сухум открылась Центральная народная библиотека, ставшая первым государственным библиотечным учреждением Абхазии. Впоследствии название библиотеки менялось много раз. С 1981 года Национальной библиотеке было присвоено имя народного писателя Абхазии Ивана Папаскер. На сегодняшний день в библиотеке 378 тысяч книг, немало и периодических изданий, газет, журналов. Самые раритетные книги 1700 года издания. Ежегодно фонд библиотеки пополняется новыми книгами. Мы получаем в дар от наших коллег из России очень хорошие и интересные книги по разным направлениям знания. Вот недавно мы получили в дар 2227 единиц книг благодаря бывшего председателя правительства Российской Федерации Степашина. Отечественные издания мы получаем из Абхаз госиздательства. Есть постановление Кабинета министров. Каждое издание, вышедшее здесь у нас в Сухуме, мы получаем 21 единицу книг. И впоследствии мы потом передаем районным газетам. Всего в библиотеке 9 отделов. Читальный зал, отдел краеведения, абонемента, периодики, иностранный, книжная палата и другие. Если говорить о посетителях, то на первом месте студенты, затем школьники и ученые-аспиранты. Читальный зал Национальной библиотеки оснащен всем необходимым для комфортного чтения книг. Есть и компьютеры, которыми посетители могут воспользоваться. Значит, я сам живу в Новом Афоне, отдыхаю. Сам я с Москвы. Значит, здесь я приезжаю, работаю над рукописью своей новой, пишу книгу. Значит, здесь, конечно, мне очень приятно работать, приятные люди, приятное обслуживание, кажется, все работает, слава богу. Я очень доволен. Я пытался где-нибудь печатать материалы, а здесь, оказывается, все для человека, кажется, все для нашего читателя. Поэтому я очень рад, что я увидел эти работы. Беру кое-какие-то книги. Внимание обратил, конечно, на
оформление всего, это очень здорово, красиво. Так это. В Национальном книгохранилище неустанно трудится около 60 человек. Библиотекари обслуживают посетителей читального зала, подбирают, выдают им необходимую литературу, комплектуют фонд библиотеки. Марта Шалашава работает здесь уже 15 лет. Пришла я студенткой. Ну, не было такого, чтобы я, конечно, думала, что приду в библиотеку, там точно буду работать. Но просто как надо было отработать дипломное, пришла и полюбила, конечно, эту и коллектив, и работу, и все, и пришлось, и осталась. Я уже насколько привыкла, что я уже другую работу, наверное, не представляю себе. Запах книги – это одна из причин того, почему гаджеты и компьютеры никогда не смогут ее заменить. Бытует мнение, что с появлением электронных книг бумажные не столь востребованы, но сотрудники Национальной библиотеки с этим не согласны. Многие наши читатели, когда приходят сюда, мы им говорим, объясняем, предлагаем, что есть два варианта. Бумажный вариант книга и электронный. Они категорически говорят, мы не хотим электронный вариант, хотим только книгу. Это отрадно, это лучше. Но когда нет, конечно, книги, можно предоставить электронную, но когда есть возможность получить саму книгу, знакомиться, читать, это лучше. Я уже, как говорил, больше человек на долгое время и больше широкой информации может себе запомнить благодаря этой книге. Книга – неиссякаемый источник знаний. Ее роль в жизни человека сложно переоценить. В век высоких технологий эта роль увеличивается в сотни раз. Каждый должен понять, что книга в руке гораздо лучше гаджета при всей его востребованности. Альга Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение. 5 наименований продукции «Вина и воды Абхазии» награждены золотыми медалями на международном конкурсе ликероводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков. Конкурс проходил с 23 по 25 марта в Сочи. Как сообщает Апсадгил-Инфо, победителями в номинациях стали вина Ашталаша, Атауат Гумисташта, Гумисташта, Чигем, Лахна. По факту отстрела собак, имевшего место в Гагре, в середине марта проводится проверка. Напомним, что неизвестный открыл стрельбу по бродячим и домашним собакам неподалеку от Гагарского субтропического парка. Многие животные были ранены, однако спасти удалось не всех. Этой теме посвящен репортаж наших коллег из Гагра ТВ. 16 марта на территории старой части города Гагра неизвестные лица произвели отстрел бездомных собак, которые были привиты и стерилизованы силами волонтеров благотворительного фонда «Багира». 7 раненых собак волонтерам удалось вывести в ветклинике России. Одну из них не удалось спасти. По случаю жестокого убийства животных зоозащитники страны и волонтеры фондов по защите животных «Багира» и «Надежда» выразили свое недовольство. По мнению многих, к такому вопиющему факту привело безответственное отношение хозяев животных, выброшенных на улицу. 16 марта где-то в 11 часов дня мне поступила информация о том, что здесь произошел отстрел собак. Естественно, мы не могли на это не реагировать. Мы приехали сюда. На место были вызваны сразу правоохранительные органы, за что им огромное спасибо. Они пришли и в тот же день приняли заявление. Мы возмущены, конечно, этим фактом, потому что это немалый труд волонтеров. Дело в том, что в основном были отстреляны привитые и чипированные собаки. Наверное, в соцсетях все видели, в каком они состоянии были, как мы их забирали, и с номерным знаком на ушке. Вот это больше всего нас и возмутило. Эту проблему нужно решать в социальном обществе. Именно там кроится эта проблема. То есть пока не завершится цикл, когда люди бросают своих питомцев посреди улицы, то этот вопрос не будет решен. Решать массовым расстрелом – это, вы знаете, как минимум акт вандализма и как максимум это проявление бесчеловечности, бескультуры. Когда-то несколько лет назад у нас на уровне администрации всех городов Абхазии было принято решение о запрете отстрела собак уличных. Но, к сожалению, негласно все это продолжается. Я занимаюсь в Пицунде также стерилизацией уличных собак, пристройством их щенков, если они появляются, и так далее. На протяжении нескольких лет мы вдвоем с еще одной пожилой женщиной занимаемся этим. Но, к сожалению, собаки продолжают пропадать. К этому не причастна администрация Пицунды совершенно точно, но есть некоторые частные лица, которые считают
возможным производить уничтожение вот этих собак. Все это делается якобы для отдыхающих. А вы спросите любого отдыхающего, он доволен или недоволен ситуацией с бездомными животными у нас. Наоборот, отдыхающие переживают, что у нас так много собак, и их тут все гоняют. Никто не боится, наоборот, все очень сочувствуют. И очень много собак у нас отдыхающие забирают, кстати. Но мы отступать не собираемся. С 2018 года в парламенте лежит закон о защите животных, и сейчас мы будем снова направлять сюда обращение, и мы надеемся, что в ближайшую сессию депутаты вынесут его на рассмотрение, и мы будем биться до конца, пока этот закон не будет принят. Мы хотим, чтобы люди платили штрафы за выброшенное животное. Так вот, я хотела бы попросить, чтобы государство обратило внимание на государственные клиники, чтобы они по возможности обеспечили хотя бы какие-то лекарственные препараты, да, чтобы люди могли стерилизовать свое животное по какой-то льготной, доступной цене, ну, либо бесплатно, чтобы не было вот такого вот количества животных, которые потом нам, волонтерам, непосильно спасать. По данному факту районным управлением внутренних дел проводится доследственная проверка. 16 числа к нам обратилась Саида Отерба по факту того, что кто-то незаконно на территории Гагарского района отстреливал собак. По выявлению лиц, совершивших данное деяние, проверяются все видеокамеры на момент, которые работали. Также практически нами были все опрошены ближайшие и работники парка, и ближайшие жители, которые здесь проживают. То есть пока ведется проверка. Также любой гражданин, который имеет какую-либо информацию по данному происшествию, в любое время может обратиться к нам, в милицию, в управление внутренних дел. По словам руководителя благотворительного фонда по защите животных Багира Саида Отерба, в приюте ТОПа, расположенном в селе Сальма, на сегодняшний день содержатся 462 собаки, хотя вольеры предназначены на 100 животных. При содействии администрации Гагарского района в ближайшее время в приюте будут установлены дополнительные вольеры на 70 собак. И в завершении выпуска новости из мира науки. Ученые Балтийского федерального университета обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной. Название растения происходит от греческого слова «бессмертие». Пижму часто используют в бальзамах, косметике, красителях и натуральных консервантах. Она произрастает в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке. Выяснилось, что пижму можно использовать для разработки новых продуктов, предназначенных для поддержания активности и долголетия человека. И в завершении выпуска по традиции о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 30 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами преимущественно в предгорных и горных районах дождь с мокрым снегом, ночью и утром густой туман, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 3,8, температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.